Ассаламу алейкум рахматуллахи та'аля баракату, дорогие братья, сестры. Спешу вас обрадовать тем, что вышла в свет газета «Ас-Салам» на таджикском языке «Бодуруд». И газета «Ас-Салам» издается с 1994 года, и в наши дни она уже издается на английском, на турецком и на других более 10 разных языков. И сегодня у нас в руках газета «Ас-Салам Бодуруд» на таджикском языке. В этой газете содержатся рубрики новости в Таджикистане, новости таджиков, которые проживают в России, что необходимо им знать, что необходимо знать мигрантам, приезжим, которые работают здесь в России. Рубрика «Ахлак» – нравственность, как поднять свой уровень своей нравственности и быть высоконравственным человеком. Здесь также идут обязанности своей религии в стихотворной форме. Следующая рубрика идет о личностях святых людей таджиков. Это поэтов, святых людей, которые достигли высоких уровней. Один из них Саади Ширази, рахимахуллах, и здесь он в стихотворной форме рассказывает свою принадлежность, то, что он является таджиком. Здесь у нас еще есть рубрика о религии. И говорится здесь, вот примерно возьмем о бракосочетании. Какие вопросы должны знать молодые парни, молодая девушка или молодой парень, которые хотят создать семью. Следующая рубрика у нас идет о медицине. Например, здесь у нас о том, что нужно знать для человека, который идет к стоматологу. Например, обычные, часто задаваемые вопросы врачу-стоматологу. Также здесь говорится о спорте. Вот таджики, которые достигли высоких степеней в спорте, будь то в России, в Таджикистане, в мире, здесь тоже будет про это говориться. Следующая рубрика – это семья, рубрика «Семья». Как укрепить семью? Все случаи из жизни семей. Ошибки, которые допустили в семье и которые стали причиной для разрушения семьи. Что делать для того, чтобы эти ошибки не повторились больше? И также говорится о этике отношений детей к родителям или родителей к своим детям. И цель одна, чтобы семьи были крепкими, чтобы в семье сопутствовало мир и благополучие. И еще у нас здесь вот в конце, это 8-я страница, здесь у нас рубрика идет «Вопросы и ответы». Это различные ваши вопросы, которые вы задаете, мы будем стараться здесь на них отвечать. И один из вопросов, здесь говорится примерно, можно ли лечиться лекарствами, которые содержат нечисть, наджас. Ответ, если есть аналогичные лекарства, чистые, имеется в виду, которые без наджаса, дозволенные, то этим лекарством лечиться нельзя. А если кроме этого лекарства, в которое в себе содержит нечисть, других лекарств нет, и точно мы знаем, что это лекарство, она для исцеления этого больного, только в этом случае дозволяется использовать эти лекарства. Ответ взят из книги «Фикхуль Ислам по адилляту». Просим вас подписаться на наш новый YouTube-канал. Мы будем стараться, чтобы наши видео в будущем были интересными, познавательными, полезными для вас. Просим Всевышнего, чтобы Он не лишил своей милости и осчастливил нас в обоих мирах.